К нашему эфиру присоединяется Олеся Ихно, политолог. Олеся, как всегда, рада вам в эфире Freedom. Здравствуйте, взаимно. Олеся, ну вот наши партнеры озвучивают в том, что можно предпринять и нужно предпринять для того, чтобы все-таки позиции Украины были сильны, для того, чтобы Россию принудить, скажем, идти на конструктивный диалог. И вот, в частности, в Британии считают, что это усиление военного потенциала Украины, ну и укрепление санкционного давления на Россию, то есть ужесточение этого санкционного давления. И вот интересно, как вы считаете, это все нужно как-то диверсифицировать эту ответственность за эти важные шаги среди наших партнеров? Я имею в виду не только европейских партнеров, но и Соединенные Штаты Америки. Мол, кто-то укрепляет, кто-то вводит просто такие санкции, которые не щадящие. Либо это можно сделать комплексно. Вот как это будет более конструктивно работать? Ну, прежде всего, важно отметить, что действительно ответ Путина в стиле «да, но нет» на данном этапе скорее говорит о том, что нет. Но здесь важно понять, почему, и важно, чтобы это поняли Соединенные Штаты. Это важно для того, чтобы действительно дальше принимать решения оборонного характера или там санкционного характера, как относительно возможного текущего решения, так и о долгосрочном подходе, если мы говорим о Европе. Ведь то, что Путин сказал о первопричинах, о том, что надо устранить первопричины, уводит действительно вот в эту логику, да, вот подписание большой бумаги с теми известными требованиями России, начиная от НАТО, заканчивая о том, что у Украины не должно быть своих вооружений и так далее. Это все, ну, как бы для тех, кто полностью погружен в ситуацию и наблюдает за ней еще с 2014 года, говорит о том, что никакому перемирию Россия не готова, потому что выставление в качестве требования большой повестки, по которой абсолютно кардинально разные позиции Украины и России, при этом Украина сформулировала, в общем-то, свои компромиссные линии, в то время как Россия их не сформулировала. Но такой подход, он говорит о том, что на данный момент, да, вот Россия сказала нет. Это важно зафиксировать для, мне кажется, понимания Соединенными Штатами, для того, как дальше и в каком направлении нужно разворачивать разговор с США, с Россией, получить четкий ответ. Либо Россия согласна на перемирие, либо она не согласна, без вот этого замыливания, да, и действительно, как вы сказали, попыток оттянуть время. Что касается Европы и тех мер, которые предложены, ну, мне кажется, пересмотр оборонной политики Европы уже вне зависимости от того, что требует Россия, и в этом смысле требование демилитаризации или разоружения Украины, оно абсолютно абсурдное, потому что ввиду позиции США сама Европа будет существенным образом усиливать свою оборону, а Украина является частью обороны Европы. И то, что то, о чем говорит Кир Стармер, и то, что 2 марта на встрече в Лондоне по инициативе Кира Стармера присутствовал и министр иностранных дел Турции, говорит о том, что действительно в Европе всерьез задумываются о том, как снизить зависимость обороны и вообще альянсов западных с участием и Европы, и США от зависимости США, и действительно думать над тем, как усиливать эти союзы и оборону Европы в конкретных регионах. Если мы говорим о Турции и о Польше, мы знаем, что недавно был визит министра иностранных дел Турции в Польшу, речь шла о том, что обе страны являются форпостами Европы и европейских альянсов на восточном, на восточном и на южном флангах НАТО. И в этом смысле вот эта тема усиления обороны, она будет только возрастать, а соответственно и обороны Украины. Если мы говорим о перемирии, то это действительно такой шаг, он прежде всего сигнализировал бы
И согласие Украины и, ну, пока нет согласия России, но такое согласие, оно говорит о том, что при наличии кардинально, скажем так, разных подходов, если мы говорим о неком мирном соглашении, перемирие стало бы демонстрацией того, что сторона или стороны действительно готовы к тому, чтобы начать искать мирное урегулирование и мирное решение. Это бы продемонстрировало такую волю. Поэтому абсолютно правильно говорят европейские политики о том, что никаких требований относительно перемирия долгосрочных Россия не должна выдвигать. И то, как обеспечить это перемирие, включая присутствие европейских войск, ну, там, возможно, и турецких войск, Турция об этом заявила, это должно быть предметом двусторонней заинтересованности, если действительно есть стремление и намерение такого перемирия достичь. Пока звучит ответ России «да», но «нет», естественно, Запад будет исходить из того, что надо усиливать давление на Россию с тем, чтобы такой запрос или, да, вот в конце концов, принятие очевидности того, что другой альтернативы нет, потому что все другие альтернативы гораздо хуже, конечно, Запад будет думать и над тем, как усилить давление на Россию в текущем моменте, и над тем, как усиливать обороноспособность в долгосрочной перспективе. Но это уже второй пункт будет действовать уже вне зависимости от того, как даже будет себя вести Россия, потому что Европа увидела и дальше наблюдает изменения со стороны США. При этом слом текущей системы международной происходит и трансатлантического единства в сфере безопасности происходит быстрее, чем формирование новой системы, но это будет заставлять европейских лидеров действовать быстрее, и вплоть до диалога и вопросов, которые уже звучат лидеров Польши и Литвы, о том, что надо размещать часть ядерного вооружения в качестве сдерживания на территории этих стран, и то, что, скорее всего, это будет обсуждаться внутри Европы ввиду уже реакции со стороны Джей Ди Венса, но это тоже факт, и это тоже все свидетельствует о том, что Европа будет всерьез думать и работать над собственной обороной. А в вопросе перемирия здесь, ну, мне кажется, важным будет следующая неделя, когда, наконец, обтекаемый все-таки общий ответ Дональда Трампа о том, что он увидел положительную динамику, но он не увидел до конца конкретики, и, наверное, эта конкретика должна быть как-то уточнена. Я думаю, что следующая неделя, она должна в этом смысле быть показательной. Коалиция желающих, партнеры Украины со всей Европы, также Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония переходят к операционной фазе действий для предоставления гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он также анонсировал встречу, как раз, как вы говорите, на следующей неделе, в четверг, на уровне высшего европейского военного руководства. Посмотрим отрывок из заявления премьер-министра. Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Соединенном Королевстве, чтобы разработать прочный и надежный план по заключению мирного соглашения и гарантировать будущую безопасность Украины. Президент Трамп предложил Путину путь к прочному миру. Теперь мы должны сделать это реальностью. Кир Стармер все время апеллирует к Америке, естественно, особые отношения, несмотря ни на что, они сохраняются. Но хотелось бы про именно лидерство Великобритании у вас спросить. Насколько оно действительно стабильно, насколько в ближайшее время мы можем видеть доказательства этого лидерства? Сейчас оно проявляется, как давно не проявлялось. Ну, то, что Кир Стармер обращается к США и апеллирует часто к США, ну, это правильно, наверное, потому что действительно Европа, при том, что она обладает и экономическим потенциалом, и другими возможностями, имеет значение сроки. И быстро перестроиться
особенно если мы говорим о технологиях, достаточно сложно. И более того, мне кажется, что часть, все-таки европейских лидеров, они пытаются сохранить, да, вот трансатлантическое сотрудничество, может быть, в меньшем объеме, но при этом его сохранить, пока сама Европа, да, вот не перешла к формированию этой архитектуры безопасности более сильно для самой Европы. Вопрос лидерства внутри Европы, он действительно актуален, и с учетом того, что и Великобритания, и Франция являются двумя ядерными государствами в Европе, это автоматически, и в оборонном смысле сильными, это автоматически ставит их вот в эту линейку лидеров. Германия после формирования коалиции наверняка тоже будет выполнять важную роль, если мы говорим в целом об обороне Европы. Но вот то, что будут формироваться альянсы и привлечение Турции как второй по потенциалу страны в НАТО, это тоже не случайно. Есть примеры успешного сотрудничества, если мы говорим, например, о Черном море, да, где уже была очень высока роль и Великобритании, и Турции, например. И вот такой, альянс усиления региональной безопасности, если мы говорим о восточном фланге европейском, если мы говорим о южном фланге, и при поддержке крупной страны европейской, и особенно если она имеет ядерный потенциал, как Великобритания, это та тенденция, которая уже, наверное, наметилась и которая уже очевидна. Ну и плюс то, что как я сказала, то, что Старлер апеллирует и все-таки контактирует, и, мне кажется, играет важную роль параллельно коммуникации с Соединенными Штатами, это тоже правильно, потому что все-таки, несмотря на те решения и действия, которые могут нам не нравиться и вызывать не совсем согласие, скажем так, со стороны администрации Трампа, все равно мы живем в этих реалиях, и надо все-таки пытаться действительно сглаживать и находить возможности для сотрудничества. И здесь вот, кстати, вот тот порог, когда изначально подход был не просто сделки, быстрой сделки, когда нужно вынести за скобки Европу. Этого не получилось, это очень хорошо, и роль Европы, она уже очевидна. Спасибо вам большое, Олеся, за это интервью, и хорошей вам недели. Обязательно на неделе еще свяжемся, обсудим текущий момент. Олеся Яхно, политолог, была гостьей эфира.